Я прежде всего хотел бы присоединиться к словам благодарности в адрес президента Кыргызстана и поблагодарить всех наших киргизских друзей за работу, которая была проделана в качестве председателей Евразийского экономического союза. В этом году наше интеграционное объединение работало эффективно, продолжало последовательно развиваться. В условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры по линии Евразэс были предприняты своевременные и эффективные, позволяющие не только стабилизировать макроэкономическую ситуацию в наших странах, но и добиться улучшения целого ряда важнейших показателей развития. Стимулировать рост ключевых отраслей экономики, а также оказать поддержку сложившимся на пространстве Союза хозяйственным связям. В частности, уровень безработицы за 9 месяцев 2022 года сократился. И сократился в государствах Евразэс очень прилично, очень заметно, на 18%. И составляет чуть более 1%, 1,1% от общей численности рабочей силы. Я обращаю внимание коллег, что уровень безработицы является одним из ключевых показателей состояния экономики в целом. К слову, в Евросоюзе безработица 7%, то есть в 7 раз больше, чем у нас. Увеличилось производство продукции сельского хозяйства на 5,4%. Это очень заметный и очень хороший рост. Это тем более важно на фоне, здесь коллеги уже говорили, Александр Григорьевич об этом упоминал, на фоне, к сожалению, растущего продовольственного кризиса в мире. Николай Валерьевич тоже обратил внимание на то, что мы согласовали индикативные балансы, то есть мы абсолютно выровняли все наши потребности. Рост на 5,4% в сегодняшних условиях – это очень хороший показатель. Растут объемы выполненных строительных работ, причем на 4,7%. Тоже очень хороший показатель, имея в виду, что стройка, она тянет за собой и очень много других производств. Совокупный прирост инвестиций в основной капитал достиг 6,6%. Тоже очень хорошо. Должен сказать, что мы удерживаем в рамках разумного на очень хорошем уровне и другие макроэкономические показатели, в том числе инфляционные. Касым Жамал Кириллович говорил о том, что в мире инфляционные процессы растут, это раскачивает мировую экономику. Мы держим ее в целом, этот параметр держим под контролем. У нас, для примера, в России в этом году дефицит бюджета будет 2%, в следующем году мы планируем тоже 2%, в 2024 уже 1,4%, в 2025 уже будет 0,7%. И я уверен, что мы это сделаем. Что касается дефицитов, то в этом году он у нас будет для нашей экономики приемлемым 12 примерно и 2. Значит, в следующем мы уже рассчитываем по итогам следующего квартала уже где-то к 5% подойти. А может быть и ниже. У нас очевидный тренд на снижение инфляции. И это так для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран. Значит, да, но мы знаем, что в странах еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет. Все двузначного значения. А в некоторых странах Евросоюза достигают
так, заоблачных величин для европейской экономики, 20 и более процентов. Ну, кстати говоря, и что касается развития экономики в целом, нам предрекали спад экономики где-то под 20%. Спад будет в этом году 2,9%. В следующем году мы ожидаем 0,9% и будем дальше двигаться в позитивном тренде. Обеспечена бесперебойная торговля всеми жизненно необходимыми товарами в рамках Евразеса. Кстати говоря, включая по продовольствию, я уже сказал, включая и энергетику. В этой связи, конечно, не могу не отметить, что тарифы, цены на энергоносители в странах Евразес кардинально отличаются от соответствующих тарифов у наших соседей на Западе. Ну, скажем, по газу разница в ценах на газ в странах Евразес и Евросоюза в 10 и более раз. Не в какие-то проценты, а в 10 и более раз. Но это, конечно, создает соответствующие условия для экономического развития в нашей зоне. В текущем году в Евразес принят ряд принципиальных решений, направленных на снятие остающихся таможенных и административных барьеров. Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем, когда он говорит о том, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергично работать. Между тем ускорилась работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах. Здесь тоже Александр Григорьевич прав. Значит, процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем передачи финансовой информации. Государства пятерки тесно взаимодействуют в сфере транспорта и логистики. Растут объемы взаимных грузоперевозок, к чему во многом помогло дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между нашими странами. Хотя и здесь, конечно, нужно еще поработать, и есть над чем работать. В рамках Евразес сейчас реализуется целый ряд интеграционных инфраструктурных проектов, нацеленных на создание и эффективное использование магистральных международных коридоров восток-запад и север-юг. И тоже хочу отметить, очень много заинтересованных стран проявляют себя и хотят присоединиться к этим проектам, в том числе и совместно с нами инвестировать в эту работу. Отмечу, что государства-участники Союза продолжают успешно развивать взаимовыгодную промышленную кооперацию. Сегодня мы принимаем решение об учреждении в Евразес нового специализированного механизма финансирования промышленности. Такой механизм позволит кредитовать и субсидировать перспективные совместные проекты, в том числе связанные с организацией импортозамещающих производств. Все более активно продвигается сотрудничество и в сфере энергетики. По итогам нынешнего заседания будет принято решение об учреждении Совета руководителей уполномоченных органов государств Евразес в сфере энергетики. Мы сегодня в закрытом составе достаточно откровенно и предметно говорили, по-моему, взаимопонимание есть, обязательно будем двигаться по выполнению всех наших планов. Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, о которой я только что сказал, которая профессионально займется вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков Союза. У нас есть планы соответствующие, и мы будем стремиться к их выполнению. Уважаемые коллеги, в следующем году председательство, как вы уже отмечали, в Евразийском экономическом союзе переходит к Российской Федерации. Позвольте мне в общих чертах хотя бы изложить намечаемые нами приоритеты в работе. В первую очередь, полагаем необходимым актуализировать стратегические ориентиры развития Евразес. Действующий базовый документ направления развития экономической интеграции рассчитан на период до 2025 года. И важно приступить к подготовке новых документов стратегического планирования, задающих основные векторы дальнейшего интеграционного взаимодействия на средней и долгосрочную перспективу. В качестве одного из таких векторов рассматриваем укрепление технологического суверенитета государств, членов Евразес, и формирование нашими странами общей инновационной и промышленной базы в
ключевых индустриальных и сельскохозяйственных отраслях. Мы вот в закрытом режиме обсуждали этот вопрос, тоже хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом Беларуси. У нас в принципе кооперация развивается неплохо. В последнее время наметилась работа такая позитивная по некоторым ключевым, важнейшим направлениям взаимодействия. Уверен, что это приобретет более широкий характер в целом в нашей организации. Целесообразно продолжать и усилия по совместному внедрению информационных технологий, в том числе в области электронного документооборота, автоматического обмена транспортной и таможенной информацией между ведомствами и перевозчиками государств Союза, а также в сфере маркировки и прослеживаемости товаров, где цифровые решения уже помогают пресекать обращение на союзном рынке небезопасной и некачественной продукции. Также предлагаем сосредоточить работу пятерки на наращивании инвестиционного сотрудничества, создании благоприятных условий для взаимных капиталовложений, упрощения соответствующих административных процедур и повышения гарантий защиты прав инвесторов. Неотъемлемым элементом такой работы считаем гармонизацию режимов налогового регулирования в государствах Евразэс и в этих целях синхронное внедрение передовых механизмов налогового контроля. И, конечно, в ходе председательства намерены заниматься вопросами, связанными с развитием научных, технических и образовательных контактов. Предлагаем коллегам подумать над новыми идеями и инициативами в целях поощрения практики межвузовского сотрудничества, совершенствования программ стажировок и академических обменов. Считаем полезным шире вовлекать молодых специалистов в интеграционную поездку через программы студенческого туризма, популяризацию общих исторических, социальных и этических ценностей, поддержку совместных молодежных проектов в сферах предпринимательства, добровольчества, культуры и спорта. Как мы все не раз подчеркивали, Евразийский экономический союз и в целом наша интеграционная работа привлекают внимание все большего числа международных игроков. Заинтересованность в развитии связи с нашим объединением проявляют многие иностранные государства. Я сейчас не буду все повторять, я полностью с предложениями коллег согласен по расширению этой работы, в том числе и с региональными структурами, такими как ШОС и АСЕАН. Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского экономического союза и будет способствовать дальнейшему расширению спектра преференциальных и непреференциальных соглашений с зарубежными партнерами. И в заключение хотел бы выразить уверенность в том, что и в следующем году государства-участники Евразэс продолжат взаимодействие столь же тесно и конструктивно, как и в ходе киргизского председательства. Будем рады видеть вас на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и на Евразийском экономическом форуме, который планируем провести 24-25 мая 2023 года. Но, как договорились в узком составе, место нашей совместной работы, встречи мы определим в рабочем порядке. Ну и, конечно, вне рамок нашей сегодняшней работы хочу напомнить, что мы вас ждем. Согласованные предновогодние неформальные встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Благодарю.